против меня там играют так же, как я честно играю. Оказывается, там лохотроны. И то я их полностью мочил там, во всех позах, во все щели не кахали, на всех картах. И, короче, они меня не принимали, короче, говорили, что я читер. И, прикинь, вот так меня назвали, читером. Ты читер, Я да. тоже замечал в этом Call of Duty. Я единственное пару раз вложил туда немного. Владуан. И самое интересное, я даже не на компьютере играю. Знаешь, на что я играю? На ноутбуке. Представь, мышка-то и то с ноутбука. Ноутбук это же вообще дерьмо в игры играть. Я на ноутбуке играю, у меня там скорости нет. Ну, Wi-Fi у меня хороший, ну, там же, как на компьютере, там скорости же нету на ноутбуке. А у тебя точно игровой ноутбук был, обычный? Ну да, это точно. Это Windows сколько там был? 8, я не помню даже. Ну, короче, он хороший. 2015 год. Я не думаю, что там прям был супер-пупер компьютер. Если Вендетта не знал про читеров, то что они существуют, я думаю, он не разбирался в компьютере. Нет, вообще не разбирался. Это знаешь, какой ноутбук был? Он именно был и игровой, и... Все, короче, там много... Да, нормальный должен быть. А как ее называли? Короче, я почти больше половины зарплаты за него обещал дать. Но я их кинул. Это... Как это называлось? Фирма... Да, хуярится красным этим названием. Эсер? Нет, красный такие... Рог. Не, сам магазин, как назывался в Грозном, который открыли вот этим торговым? Большой. Я помню, только забыл, только знаю. Фирмы, которые вот магазины бывают, где электронику продают. Эльдорадо? М-Видео, да. Да, М-Видео кинул я, короче, на 128 тысяч. М-Видео кинул на 800 тысяч. Россельхозбанк кинул на 300 тысяч. Этот кинул. Этот Германа Грефа. Германа Грефа. Сбербанк, да? Да, Сбербанк кинул. Короче, я все... И потом мне начали звонить вот эти, как их называли, которые долги убивают. Коллекторы. И прикинь, я лежу в полной боевой готовности, в каске. Короче, пулемет лежит, короче. Короче, все, этот щит лежит. Мы на выезд ждем. И мне коллектор звонит. Если ты сегодня, да, короче, мы за тобой выезжаем, короче. Я ему раз так фотку делаю. Приезжайте, жду, короче. И он мне больше вообще, представь, он мне вообще больше не звонит. Я думаю, они тебе больше не звонят. Да, я просто селфи вот так делаю, мы в казарме там лежим, ждем, и я ему, мы тебя тоже ждем, братан, приезжай. И, короче, он мне вообще не звонит больше. Все, коллектор испарился. Бля, вот мы вообще они не имеют права звонить тебе и говорить. Да мы с них вообще, мы сами им звонили от скуки. Там задний двор ходили там, короче, хорошую травку, и начинали звонить коллекторам. Ты когда приедешь, братан? Короче, они нас блокировали. Весело тебе было. Это когда было? 2015 год, да? Да. Конец 14-го, начало 15-го года, да. Вот так было. В 15-м я Себастьянил в сентябре, да. В 15-м я Себастьянил. Да, в 15-м я в сентябре, по-моему, Себастьянил. И, короче, началось мое приключение. Большое плавание. Ты в машине сидишь где-то, да? Ну, я же говорю, я в маслах, в соляра, я даже не искупался, я с работы приехал, так и сижу сейчас, короче. Там занес. Ну, я забежал, конечно, с семьей поговорил, чай. Так, значит, Сура так, Сура 9, а я 29. Ладно, я потом еще какой-нибудь почитаю, потом еще задам тебе вопросы. Бисмилля. Моя горе, твои вопросы всегда приветствуются. Приоритеты будут. Вендетта, знаешь ты этот аят 76-ю суру, 29 и 30 аяты?
Контекст упомяни просто, могу Так, ошибнуться. если они поживают, то они станут на земной путь. Ну-ну, Господа. и потом Мгм. сразу считаешь 73:19. И пока Аллах не пожелает, не фортанет. Противоречие. Да, два аята, да, это прикол, конечно. Подряд идут. В одном Аллах говорит, если они сами пожелают, они, короче, попадут в рай, там, а в другом говорит, ни хрена, короче, если я пожелаю. Это Сразу два Аллах. аята подряд же идет там, да? Ну. Короче, я не знаю, на кого это было рассчитано, честно. На самых таких. Ну, наши люди, если это нам... Тут проблема в чем? Когда мы сейчас это начали, вот это все дерьмо оттуда вытаскивать и под нос сувать каждому, говорят, что нас нужно убивать, представляешь? Которые всю правду оттуда рассказывают. Тут проблема в том, что я слышал на дебатах, там, этот Абу Закари или кто-то, что, в принципе, этот Сахих Муслим, эти хадисы, они только сейчас же переведены были. Сахих Муслим полностью на русский в 2008 Коран на русский язык. Вот, Эльмира Кулиева, когда он появился? Эльмир Кулиев живой. Эльмир Кулиев сам уже, у меня есть видео на моем телеграм-канале, сам сказал, что он опущенный, что он неправильно переводил Коран, представляешь? Эльмир Кулиев опущенным сделали. Типа, когда-то он нам, типа, рассказывал про Коран, сейчас Эльмир Кулиев просто говорит, что я, короче, просто... Я просто переводил то, что могем, короче, то, что могем я сделал, так я ошибнулся. А Представляешь? есть Коран, ну, они же на русский должны были переведены, или Я на все какой-то говно, другой как есть язык. говно. Там же упоминают Но они все шейх нет, Мансура, свободы шариа, кого-то там, говоришь. Джованни Батиста Баэти. Да. Да. Имама Итальянца. Шамиля, вот там же должен быть же какой-то материал, переведенный хоть на какой-то У язык. имама Шабеля не было ни хрена ни одного. Потому что целый Коран, который мы сегодня видим, он издан только в 1924 году, город Каир, Египет. 1900. То есть Корану всего лишь 102-103 лет максимум. Ну, это Всё, я хорошего знаю, дня вам, просто ребятки. хоть Хорошего какие-то эфира. экземпляры там, он же, не, именно в Ну вот, 1920 да. вот этом Ну году он был где? стандартизирован. Типа, Да, как но бы- общий собран, не было целого Корана, в котором все суры и аяты, ты представляешь? Ни одного. Нету в мире целого Корана, который мы сегодня видим. Другой экземпляр какого-то 500 лет, которому 300, я про 7 век я даже не говорю. Просто нету ни одного экземпляра. Есть в котором 40 сур, есть в котором 72, 77, не помню сур. Это что? Это вообще что за дичь? Нам втирали дичь, что с 7 века при жизни пророка Коран как будет. Оказывается, Коран начат писать только после смерти пророка через 50-60 лет. Алло. 29. Вы представляете, то есть при жизни пророка ни один аят не записан, ни один хадис. Просто вдумайтесь в это. Хадисы начали писать приблизительно 108-223 лет после смерти пророка. Представляете, после 2 веков. И нам хотят втирать дичь, что прямо с мест событий это нам хотят вот так, просто очевидцы с мест событий, как будто с 7 века нам 21 век донесли эту информацию. Вы просто вдумайтесь. Да, просто, не знаю, у меня мозг уже на расширение, по-моему, идет. Это просто в голове это все дерьмо крутит. У меня уже череп больше становится. Я чувствую, что череп расширяется. Мозг Мне уже не кажется- помещается в черепную коробку. Мне кажется, эту шизу невозможно у себя в голове. не, вот Пересечь я изначально вообще не задумывался вообще над этим. У меня
самый главный вопрос у меня в голове сложился. Я просто вот в Чечне, в селе лежал на кровати дома и в потолок смотрел и слушал в наушниках музыку, и у меня в голове вот этот вопрос стал, как бы, справедливость предопределения, вот так вот я сижу просто, в чем прикол, а чё я виноват, а чё тогда, а зачем вообще тогда? И сижу, просто мысль из ниоткуда появилась, и сижу, и все. Вот жизнь перевернулась после этого, я вообще не понимаю. Замыкание. Да, вот. Замыкание. И сидел, Замыкание. никого не трогал, и просто она появляется, и все, и я не понимаю, А логику знаете, не какое у понимаю. меня замыкание произошло первый раз, когда я это почувствовала? Я подумала, а почему я должна бояться? Вообще-то вера должна приносить успокоение там души. Ну, нет, в исламе как раз таки террор. Аллах главный террорист, экстремист, главный, короче, вот это пахан, надсмотрщик, назрятельщик, смотрящий на троны, зоны. И он, короче, пахан всех паханов, ему нужно постоянно наклоняться, просить, умолять, плакать, унижаться. Понимаешь, вот это иерархия. Это, я же говорю, это не религия, это идеология, это вертикаль построена. Халиф, амир, муллы, потом и далее вниз лижут все подряд, снизу вверх лижут до халиф. Халиф это Аллах. На то время, которое он руль поймал, он уже Аллах, он уже руководствуется, как он хочет. И пока он не сделает куфр, то есть не отречется от религии Аллаха, каким бы опущенным, каким бы конченным, заднеприводным, полноприводным, кем бы он ни был, ему нужно подчиняться. Просто представьте. Просто вдумайтесь в это. То есть этот чувак даже может отнимать у тебя твою жену. Потому что в исламе жена это имущество. Бить тебя по спине палкой и отнимать у тебя все. Как сегодня Рамзан Кадырка делает, ну это просто местечко. Амир по А факту вы это смотрели делает. фильм? «Вертикаль» называется. Да тут «Вертикаль». фильм смотреть не нужно. Тут вот это прочитаешь, тут все. У тебя весь фильм ужасом. «Вертикаль» Кадырова называется фильм. 2 часа с половиной идет. Ну это, смотри, вертикаль Кадырова, потому что у Кадырова ни хрена нету. Это наиб называется. Так, лубянские такие. Сейчас Ну, они есть такой хотят, фильм. сейчас они хотят это вывести в свет, в мир, что у нас межклановые какие-то разборки, что чеченцам похер, кто главное, чтобы свой тейп, свой род там руководил. Это специально Кадыров делал. Кадыров и остальные. Победила фамилия Кадыров. Все, короче. И другие фамилии, короче. Это ни хрена не означает. Моя фамилия. И это на весь мир транслировалось. И именно из-за этого, чтобы это ему говорят, вот Лубянка сзади за одно место его тянет, говорит, давай вот это говорит, давай вот это. Он говорит то, что ему говорят. И это на мир высвечивается, как будто у нас какие-то межклановые, межтейповые разборки там идут. А, короче, те, кто нас гнобят, убивают, уходят, короче, на второй план. Как бы аккуратно, короче, с места преступления сваливают. Нет, Кадыров сам говорит, если даже какой-нибудь шеф-повар или уборщица из Кремля позвонит, я сразу пустых. Просто нужно сказать от Путина. Понимаешь? Он никто, его звать никак, потому что на его месте могла бы быть обезьяна, и там происходило бы то же самое, потому что это система, а не человек. Человек тут не имеет никакого значения, как этот русский царь говорил, когда они встречались с европейскими, вот, не знаю тогда, кто, короли, не короли, встречались, и он прямо там приводит слова. Со мной, когда говорит вот этот человек, чувак, вот в тот момент этот чувак имеет какое-то значение. После того, как мы с ним поговорили, он все, разговор, он никто, звать его никак, я тут старший. И вот эти короли, эти охреневали от этого. Зелень Ну, пишет. халифом был, да. Тут вообще Потому Зелень что на такой. всех вот этих
царских, даже Ивана Грозного, вот на всех их шлемах, на их вот этих одеяниях посмотрите, там арабская вязь, Аллах Явбар, Маша и Алла, блядь, написаны на вот этих их шлемах, потому что это Орда, которая захватила все вот эти земли, и там вот этот, как его, Хромой Тимур, брат самый мощный вот этот халиф, четвертый, по-моему, в списках самых мощных, летучих, самых, короче, кто сделали для ислама большое дело, он, вот этот Хромой Тимур с наших предков заживо шкуры снимал, чтобы их покорить. Покоренный ислам. Тогда магометянство было, правда. Исламом не было, магометянство было. Да, то же самое, только с другим названием. Тут какой-то зелень Абдулка. 0,95. Мы вообще не про это говорили. Никто никого не обсуждает, никакую нацию. Мы говорим про политику вообще. Не, нации тут обсуждать Тут никто вообще не собрал. нету, Нация, тут нету разговора про нации. Мы да, раз- ну просто говорим по факту, какая нация от чего и страдает, от чего у нее проблемы. Сегодня, например, сам русский народ, как Жахар говорил, если он русский народ есть, если он народ, если они есть граждане, они должны обуздать любого, кто совершает преступление. Да. Кто у них у власти, например, сегодня российское руководство ведет открытую войну против соседей, террор, убийства, дети, женщины, миллионами вообще переселились с земель. Это вообще катастрофические тектонические сдвиги. Людей сместили со своих земель, короче, там миллионами. Из-за этой войны там в другом конце света миллионы голодают, потому что это Украина, это можно сказать, злаковые, кормили 40% всех злаковых и вот это подсолнечное масло, вот и далее по списку. Потому что там очень плодородные земли. Вендетта. Вот за это все, просто за это все, каждый, кто ассоциирует себя с русскими и с русским миром, рано или поздно по счетам каждого на счет придет оплата счета вот этого банкета путинского, этого фашистского руководства русских. Русские будут несколько веков проклинать это руководство и тех, кто им помогал всех, потому что их несколько потомков будут платить репарации, представляете? Просто 40%, 60% от всех доходов населения страны, не знаю, то, что у вас там останется от России. Потому что народы, которые колонизируют, оккупируют их, рано или поздно нужно будет отпустить свободное плавание. В империи, когда разрушится, народы уже идут в свободное плавание. И, короче, вот тогда уже начнется веселое время, короче. За все молчание, за все, короче, молчание это согласие. Сегодня русские могли бы хотя бы в Европе, сколько их, вот при Балтике почти 2 миллиона русскоговорящих, которые ассоциируют себя с Россией, машут флагами, выходят, о, Путин, представляете, живя в Европе. Они должны были выйти и сказать всему миру, вот мы вот это фашистское, короче, руководство не контролируем, они, короче, мы не хотим, чтобы они этим занимались. Нет, короче, молчат сидят. Ну, давайте, короче, флаг вам в руки. Но за все эти преступления придется отвечать каждому русскому. Вообще, без исключения. Хорошему, плохому, доброму, злому, миролюбивому. Всем. Потому что Путин всегда ударяет на что? Русские – это государство, образующий народ. Да. А когда русский сидит перед телевизором, там, святую воду пьет, он думает, вот, блядь, да, мы, короче, русские. Он это специально, короче, вливает уши. С одной стороны, вливает дичь, с другой стороны, этот же Путин на плечи каждого русского возлагает всю ответственность за свои действия. Потому что он в телевизоре, когда это говорит, он говорит это на весь мир, и весь мир 100% уверен, что вы все поддерживаете мнение Путина, это ваше лицо, типа. Президент
это лицо этого народа. Президент по факту должен передать другим народам то, что этот народ думает, то, что этот народ хочет, то, что этот народ требует. Вы представляете, весь мир думает, что русские, вот это Путин. Вот последствия всего. Ну да, Извиняюсь. здесь дискриминацию считают, если ты против что-то скажешь. Я просто русским говорю все по факту. Я не от русских, не от украинцев, не от белорусов, не от, арабов, не от бурят. У меня скрывать нечего. Зачем? Я говорю все как есть. Это Правильно, факты. правильно. Вот белорусы, смотри, вот тоже картофельный, это недофюрер, картофельный. Сидит у власти уже хрен, от него вот каждый уже тошнит каждого белоруса. И я когда в Польше жил, я помню вот эти потоки, когда он начал открыто терроризировать. Это КГБ, даже сегодняшнее название КГБ у него. И вот там тысячами людей, перешли границу Польши. Я с этими людьми общался, кушал вместе и обсуждал. Вот тирания. Люди не могут сказать свое Диктатура. мнение. Да, в 21 веке люди не могут иметь своего мнения против сказать, что это что такое? Это вообще что? Понимаете? С этим нужно бороться. Не один, не два белоруса, не три русских, не два чеченца, не три бурята. Это общественное мнение должно сказать свое нет, свое да. И пока этого не будет, мы в таком опущенном состоянии будем ходить. Да? Смотрите, чем их дети занимаются, руководство вот этого, всех вот этих диктатурских. У Все них в всех Европе живут. гражданство. Да, вот дочь Лаврова, гражданка Америки, в Америке живет. Вообще на Россию ей срать. А папка, вот этих русских, бурятов, чеченцев, ингушей всех гнобя, убивает, отправляет на войны, отправляет своей дочке бабки, чтобы она тратила их в вражеской Америке. Дети Пескова, вот правильно, да, Франции на Лазурном береге греют булки и жрут, хрустящие круассаны, да-да-да. Вот эту шалаву Путина, вот Konflik эту. antara Iran Где-то dan Сабар- Israel kembali Сабарди, mengalami подожди. peningkatan dalam Сабарди, слушай, тут русское общение, он что-то... Ты же хотела отписаться. Так иди отсюда, что ты тут сидишь? Да это Сахаб Макалу, какая-то русская община. Только прикидывается, что Сахаб Макалу это пидор. Мы-то знаем, кто это. Вот эти шалаву Путина, как ее, это, гимнастку, он отымел как пророк, она вообще маленькая была. Да, Путин ее как пророк отымел. Кабаева. Вообще она ребенком была, 13-14 лет, он начал ее никахать. Даже, целый, остопила, 32 плюс Аксимус, минус Путинус, Дебайтус, мы-то помним, все видео есть, когда он на нее глаз положил как пророк. Да, есть когда она такое. начала, свои булки показывать, когда вот это катание на коньках, вот эта гимнастка. Путину понравились ее булки, и Путин не смог удержаться от своего навса, как пророк, пустился во все тяжкие. И, эта кабайка жила, представляете, в Швейцарии, когда Да. Киселев по телевизору объявляет всему миру, что Европу, Америку превратят в радиоактивный пепел. Представляешь, жена Путина с его детьми, с 2 детьми живет в Швейцарии. В вилле за 360 миллионов евро. Под другим фамилией. Украинцы ее, санными тряпками ее выгнали оттуда. Заставили власти Швейцарии выгнать ее оттуда. Украинцы. А как они Представляете? его выгнали?
Как они просто доказали, что это Шмара под другой фамилией живет в вражеской Европе и заставили ее выгнать. Да, виллу поставили на продажу, и они ее даже красками, там, дерьмом, весь Это дом. кого, брат? Это жена Путина, Кабайка, которая в Швейцарии жена, ее Кого, что выгнали. ли? Да, украинцы заставили швейцарские власти ее выгнать нахрен. Санными тряпками. И ее просто этот дом, который на продажу выставили, дерьмом, красками, Путин, хуйло, там они что там не написали на это, заборах, Остопила, Путин красавчик, Путин наш халиф, Путин любимчик, Путин молодец, Путин вперед, Путин давай, до последнего русского, давай, не останавливайся. Короче, ну вот такие Сейчас дела, короче. этих студентов обманом туда, короче, всех. Да, Вендетта, и плюс 32 балл худу. Edo bansa tuot ol шумхаллах сонами худудилаца, а соны холцон ала паймари 32 лошадиных сил бубоша, и не сопирую олчен. 32 лошадиных сил. Действоваться добро. Ладно. Düz deklaşmamazsın. Vavus. Marna şkobal da. Der dol kapçerim, ta kapçan da geç dol soğuşunu ta Какой kapçan. 32? Ta kapçan da geç dol alır koy. İza ayalışını şey ditçılır. Yastakay bu hoşur inşallah. Холцон, Маша а и да Ама. ресы быстро хайо. Кошерса ишта, але са жулут глазар са жулут чуа я хомцал, что цемек Аллах су я қиет вес. По-любому қиет ру. Не жулут чуа худуцун ха диес. Марка Мусилия, Шаду Лошу, Шеда Лазар, что и Марка такая фото. Гастрит, артрит, понос, шайгу, ламархабата. Вообще без комплексов. Диарея. У нас есть хадис лечение диареи. Представьте, А пророку что, приходит один какое чувак. лечение? Пророку приходит чувак и говорит: алло, 29 у моего брата понос. Пророк смотрит на него, говорит: бак, что бы ему сказать, дебилу, чтобы он отстал. Так, чтобы он не нашел. Мед, да, напои его медом. Мед-то вообще это как золото, дефицит откуда в пустыне мед. Думает, Плюс этот не еще сильнее найдет. начинается диарея. Да. Этот думает, что он мед не найдет. Сказал: напои его медом. Короче, там воды даже нету. Откуда там мед будет? Короче, этот идет. Там какое-то время прошло, он, наверное, какого-то верблюда отдал там караванщикам, чтобы мед понос мешает, брат поносит. Короче, раз этот ему дает мед, и там, как из пожарного шланга начинается. Этот бежит пророк, это представляете, человек никогда в жизни даже не кушал, он не знает, что даже мед. Он этот на понос ему еще мед дает, и начинается так турбулентно, как из этого пожарного шланга, короче. И этот и бежит пророку и говорит: алло, 29-й, у него понос усилился. Пророк, знаешь, что говорит? Аллах говорит истину и лжет живот твоего брата. Все, пошел нахрен. Все свалил на Аллаха и пошел дальше. Как Нет, будто подожди, ничего не Вендетта. было. Слышишь? А вот этот вот, мое любимое, Вот цыган, цакамаз, толкш дезерду, и поносан, цакамаз, жалбаб езер, буцик. Булыж. До аргонский булыжник, ба, цакамаз. нет, а мое любимое это там, где... А это правда то, что пророк напоил отца Хадиджи, чтобы за нее замуж выйти? Да, полный, бухнул. Не пророк. Его Не пророк, сама напоила. это Хадиджа подстроила полностью до отказа, пока он не смог сказать: мама, вообще напоил, короче, своего отца, набухнула. И вот этот момент он даже не знает, что происходит, короче, типа отдал свою дочь. А когда уже пришел в себя, начал буянить: да, хуй мрази, короче, меня наиб сделали. А этот Мухаммеда вообще ненавидел, короче, он знал, что он опущенный. И, короче, Хадиджа сделала его своим этим подкаблучником.
Так Альфонс, он был короче. богатый или бедный? Я что-то так Хадиджа не была поняла. богата, этот вообще нищеброд был, бомж. Ну, эти Абу Закария, или как там их, они говорят, что он был и бедный, и богатый. А в какое время он был Богатым он был, богатый? когда он караван грабанул. Вот этих Ага. толстопузых караванщиков убил, напав ночью. Вот тогда он стал миллионером долларовым, впервые в жизни. И пошло-поехало. Фати. Милу, Соса, Милу, Со, вам вахлаш, Милу. Милу, Да. Милу, сори. М. Вам вахлаш. Да не за что, не за что. Не за что. Это в начале пути. В начале пути, да, в начале он был бедный, да, но при смерти, когда он подыхал, когда это Айша накормила его ядком, который Абу Бакр Сидик привез, Айша не могла достать яд. Это Абу Бакр Сидик ей дал яд. И когда она его траванула, у него были пальмовые поля, тысячами вот этих верблюдов. Короче, несметное богатство, которое он, убивая ночью, нападая, грабил, 60-70% он себе оставлял. И в том числе процент доли, положенной ему, и он откладывал и Аллаху, говорил, это Аллаху, это мне, это для нужд ислама, и, короче, остальные 30-40% этим дикарям, варварам отдавал. И все это богатство прилило к этому Абу Бакр Сидеку. И когда дочь пророка пришла, чтобы сказать, отстегнуть свое, короче, типа наследство, этот Абу Бакр Сидек ее нахрен послал. Он сказал те же слова, которые пророк говорил тем же, кто и также приходил, чтобы свое имущество, когда муджахид умирает, его родственники приходили, жена, там, дочь, сын, и говорили, что у него было. Только пророк говорил это, короче, все для нужд ислама, короче, у вас ни хрена нету. То же самое Абу Бакр сказал и дочери пророка, и она подохла с голоду через 6 месяцев. Ее поранил один человек, один чувак потащил, не знаю куда. Ее муж Али Абу Талиб. Да, один человек. Никакого тезиата, никакого похорон, ни хрена не было. Вы представляете, дочь пророка похоронили как скотину дохлую. Просто вдумайтесь в это. Нет, она сама подохла, она сама умерла. Типа там Где-то, пишется, там, знаешь, как они это преподносят, что из-за разлуки с пророком, типа из-за смерти пророка умерла. Нет, она подохла, короче, от несправедливости, от голода. Абу Бакр Сидик ее нахрен послал. Вообще даже не помогли ей, представляете? Муджахиды, там, братья, лучший друг пророка, умма. Представьте, асхабы. Никто не помог дочери пророка. Вы просто вдумайтесь в это. Ее похоронил один человек, черт вас побери. Дочь пророка. Один человек. Никаких похоронных процессий, ни хрена. Ночью. Как как дохлую собаку, скотину. короче. Как собаку. Нет, собаку мой отец даже ночью не дал похоронить. Нашу собаку на рассвете, когда солнце восходит, похоронили. Собаку даже не хоронят у нас ночью. А еще это стой. А еще такой был, я жила с одной монашкой, как-то был такой случай в моей жизни, и она мне сказала, что Коран написал Умар. Я не знаю, насколько это правда. Осман.
Осман начал писать Коран после смерти пророка через 50-60 лет. Омар Мехримянов написал. Омар там смотрящим был и дальше, короче, порулил там, пожил по кайфу, короче, ушел, короче. Ну, завоевал он, конечно, нападал. Дальше сжег всю письменность египтян, персов, который, короче, он сказал, у нас есть Коран, Камасутра, это все нахрен же. Представляете, вековые, тысячелетние истории целого народа сжег, придурок Идиот. гребаный. Да, он все же, как Сталин сжигал нашу историю в Грозном, когда в 44-м чеченский народ переселили со своих земель, уничтожил 200 тысяч, 240 тысяч, 249 тысяч человек. 440 тысяч было при выселении, осталось уже там по факту приехало около 200 только. Сжигали прямо в Хайбах, просто тысячи человек в Хайбах в одной конюшне. Там же одна женщина двойню родила, на следующее утро с этими новорожденными двумя мальчиками, короче, сожгли всех, короче. Вот, короче. Один и тот же. С перезагрузкой also, понятно, приложение, а с перезагрузиться, то сахошен, чего приложение TikTok не отвечает больше, нахрена. Микрофон ничего не работает. Хаоса. Не, я не могу контролировать, не микрофон. Ничего не могу контролировать. Чисто по сунне, да, что хаждаш. Бисмилля. Не, Allah diyor, negatin haruştu ya bayat. Ne, Allah diyor haruşu yevat harza. Allah diyor harza ha. Aha hayza konu mel bomba okuştu. Не, сон он мел халит маля дуй. Особусу вашмой. Собардин особусу вашу ахи. أخي صراحة حولي روسا وبردين أخي حس أخي ты мой самый والله وخمسة самый любимый أخي وخا клянусь Аллахом ты мой самый любимый أخي есть. А что он говорил? Он говорит, что любит меня ради Аллаха. Да, понятно. Он говорит, что мы красавчики. Он Да. говорит, что нас уважает. Он говорит, ребята, также продолжайте в таком же духе. Он говорит, я сам мусульманин, но при этом я вас поддерживаю. Говорит, вы красавчик, говорит. Я в вашей команде, говорит. Все ради Аллаха, говорит, делайте, говорит. То есть он нам поддержку делает. Он заодно говорит там, что ну, там он с гландами со своими игрался, там, все такое, там. Ну, говорит там про какого-то там... Он говорит, Дон, говорит, этот микрофон, короче, я себе засуну, Дон, и будет все хорошо, Дон, по кайфу, Дон. Я люблю вообще в глотку сувалом делать, Дон. Он говорит, что микрофон хорошо входит в него. Он говорит, ох, как хорошо вошел. Дальше, что было там? А ну-ка, давай, повтори. Сразу, говорит, себе порвал, говорит, какого-то вонючего тухлятином там в цеху. Ну, походу, работает птицефабрики, там же тухлым яйцем пахнет, да. И что там дальше было? Дальше.
Он говорит, что я знаю эту историю, там проходил один шейх, и у него вырастал, говорит, карамат был, и он бил его по лбу ему. Он говорит, что его избили там конкретно. Ну, большой Осуждаю, сделали. осуждаю, осуждаю Не, насилие в этом виде. это не, да, ну, мне жалко человека, он расскажет, как с ним поступили там. Это реально жестко, да, это жесткая картина, представить себе такое, да, неприятно, конечно. Брат, я тебе сочувствую, честное слово, брат. Это реально неприятная ситуация, что с тобой произошло. Как бы я против такого, да, чтобы, ну, тот, кто с тобой сделал, я желаю, чтобы Аллах его наказал. Это было неприятно, я представляю, удлинился. Да, это когда полно удлиняется, это, конечно, и все, больнее становится, да, брат? Где он? Он спустился, что ли? Где он? Да, его нет, Я он давно ушел. ушел уже. Как это? Как? Подожди. Он вот тут вот тут вот тут он. Сабади, Подожди, это сабади, мой брат. сабади. Что говоришь? Амина, что ты Он, сказала? а, Не, я хочу сейчас, ре- скажи сейчас. реально дом ваша, реально дом. Реально дом ваша. Моz bats, moz atbiješ pomoša. Atbila. Эштон, Эштон. Что-то знакомое, Эштон. Нет, это мой брат, мусульманин во Христе. Амина, что ты хотела сказать? Говори. Не слышит. С моего брата, мусульманина во Христе, не обижаем. Кого? Слушай, это знаешь,